Привет, земляки! Теплым апрельским ветром освежает инфопространство республики программа «Студия-11». Мы вышли в эфир, чтобы порадовать вас, наши дорогие телезрители, хорошими новостями, новыми знакомствами и полезными лайфхаками. Новостей так много, что поделиться ими не терпится. Поэтому анонс первой части программы уже сейчас. Узнаваемые полотна. В Ухте открылась персональная выставка Вячеслава Кислова. Звонкая монета. Как в регионе повышают финансовую грамотность молодежи. Вперед на татами. В Емве стартовал Кубок Коми по карате. В Ухте открылась персональная выставка Вячеслава Кислова, одного из самых узнаваемых художников республики. Экспозиция представляет больше 120 произведений, созданных в разные периоды его творческой биографии, и объединяет все виды искусства, в которых работает мастер. Графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство. Студия-11 не могла пропустить такое событие и отправилась в Северную Жемчужину. С Вячеславом Николаевичем Кисловым наша съемочная группа встретилась в его ухтинской квартире накануне открытия выставки. В одной из комнат сейчас мастерская. Художник показывает нам свою записную книжку, которая всегда под рукой. Мне достаточно взглянуть, и я вспомню тот момент, то настроение, тот колорит. Помню эту работу. Что я хотел, что меня поразило, какая тема. Вот эта тема от цвета колорит. Вот я оставил память в этом. И вот так, смотрите, все. Вот последнее, смотрите. Вот я начал тарелки. Увлекся. У меня очень много материала декоративного. И я решил их объединить в тарелки. Вот тарелка, видите, вот такой колорит. Декоративные тарелки, гобелены, скульптура малых форм, живопись, графика. Неужели все это создал один человек? Слышим мы реплики зрителей. Здесь 120 произведений Вячеслава Кислова из фондов Национальной галереи Коми, мастерской художника и частных коллекций. Он всегда ожидаемо неожиданный. Делится с нами его коллега Олег Сизаненко. С одной стороны, понятно, что это художник гротеска, да, но то, что он, например, тонкий колорист при этом, это тоже, да. Пластику он чувствует, конечно, гротеск гротеском, да, но гротеск это одно из средств, да, с другой стороны. Потому что многие шаржисты есть хорошие, есть плохие, да. То есть это ничего не значит. Но то, как он работает, например, в пластике с малой формой, скульптурной, это вообще просто великолепно. Кислов это такой наш Леонардо современный. Поэтому выставка ошеломляющая, честно говоря. Он действительно человек ренессансного типа. Мыслитель, изобретатель, творец. Об этом мы уже говорим с Фаруком Барангуловым, председателем Коми-регионального отделения Союза художников России. Из Сыктывкара на открытие выставки приехала творческая делегация. Вячеслава Николаевича мы на разных пространствах смотрели, везде люди улыбаются. Все думают, что он юморист, через юмор на него пытаются смотреть. А на самом деле он как Чаплин. Такой же грустный, такой же сложный. То, что экспозиция открылась в промышленном пространстве, административном здании «Газпром-Трансгаз Ухта», не случайно. С середины 60-х годов, когда Вячеслав Кислов перебрался из родного Иваново в Коми, он совершил множество поездок по северу. Побывал на строительстве Вуктыльского газопровода, нефтепромыслах Яриги, у оленеводов Малоземельской тундры. Главным героем его работ и сегодня остаются люди труда. Его произведения – это ответ художника на то, что происходит в жизни, прежде всего, простого человека. Он сам-то является неким таким достоянием республики, потому что сохранить и остаться художником, остаться в профессии, не размывая это понятие, да, все время наращивая его, обрастая не только в видах, жанрах, каких-то техниках, нет, именно наполняя себя внутренней такой любовью, светом, нежностью к человеку. Этот год для художника юбилейный. Осенью ему исполнится 85. Он трудится каждый день, как замечает его супруга Эмма Валерьяновна, без работы болеет. В Ухте мы записали большое интервью Вячеслава Николаевича Кислова для программы «Детали откровенные». Под финал съемок он процитировал любимого поэта. Читал Цветаева как-то
много запомнил. Интересно, у него фраза такая, как молитва, вот, звучит: лучше быть узнанным, пусть и посрамленным, чем выдуманным и любимым. Ну вот, да, какая емкость, а какие слова простые, это просто поразительно. Планирование, ответственность, знание базовых основ рынка и прибыли – все это в рамках недели финансовой грамотности обсудили в стенах юношеской библиотеки Республики Коми. Сегодня «Звонкая монета», а именно под таким названием прошла акция, завершается. Значит, можно подвести итоги. Какие книги научили наших ребят быть на «ты» с деньгами, узнала Арина Попова. Здравствуйте, Ольга. Всем нам известно, что очень сложно заинтересовать молодежь понятием финансовая грамотность, но все-таки вам это удалось. Расскажите, пожалуйста, как в своих выставках и мастер-классах это сделать? Но финансовая грамотность не настолько скучная, как это представляется, поэтому мы думаем, что это очень интересная тема, о которой стоит говорить молодежи, с молодежью, и я думаю, что это будет интересно и познавательно. Мы стараемся к нашим мероприятиям подойти творчески и не ограничиваться какими-то сухой информацией, сухими цифрами. Проводим различные квизы, мастер-классы, закупаем настольные игры, в которые тоже можно поиграть и поучиться финансовой грамотностью. И проводим различные мероприятия, которые будут интересны молодежи. А молодежи что интересно? Это, наверное, игры, какие-то активности. Все это у нас присутствует и непосредственно по финансовой грамотности. Ориентация идет непосредственно на молодежь, и вопрос следующий: почему же очень важно как раз-таки заинтересовать молодежь финансовой грамотностью? Наверное, самая сложная аудитория, которая очень все скептически относится и думает, что они все знают, это, конечно же, молодые люди. И у всех убеждение, что они никогда не попадутся на уловку мошенника, никогда не потеряют деньги, все потратят с умом, не будут брать кредиты, но, к сожалению, получается по-другому. Финансовая грамотность состоит в том, чтобы ты мог правильно спланировать свой бюджет, мог правильно распланировать свои траты, мог понять, сколько тебе отложить денег из имеющей суммы и сколько можно будет потратить на свои развлечения. Развлечения у молодежи всегда очень разные и чаще всего затратные. И поэтому как не остаться в конце месяца совершенно без денег, вот в этом, наверное, поможет финансовая грамотность. Что же заинтересовало за прошедшие дни молодежь, которую посетила ваши выставки, мастер-классы, лектории? Могли бы поподробнее об этом рассказать, пожалуйста? У нас проходили лектории, у нас проходили интеллектуальные игры, мастер-классы. Мы оформили замечательную выставку книг, новинок, которые мы получили по финансовой грамотности. Там совершенно разная литература, начиная от комиксов для малышей и заканчивая серьезной литературой, которая пригодится и студентам, и молодежи, и просто тем, кто интересуется вопросами бизнеса, вопросами какими-то, как усовершенствовать свои бизнес-качества. И с хорошей такой вот, наверное, такой популярной форме излагаются достаточно сложные вопросы, которые ты, прочитывая учебник, не поймешь. А в литературе, которая есть в нашей библиотеке, вы сможете разобраться с какими-то финансовыми терминами. У нас выставка настольных игр, у нас большой репертуар настольных игр, которые научат вас пользоваться деньгами, рассчитывать акции, построить свой бизнес. Приглашаем вас на наши игротеки, которые всегда проходят с большим успехом, и берите наши игры, научитесь строить свой бизнес, пока маленький, но потом, возможно, будет и большой. Уверена, что такое многообразие игр заинтересовало наших телезрителей. Могли бы вы, пожалуйста, рассказать о том, что пройдет в оставшиеся дни недели в нашей библиотеке? У нас библиотека не имеет выходных, мы работаем в субботу и воскресенье, приглашаем вас на семейные выходные, приглашаем приходить не только детей, но и родителей, бабушек, дедушек. Наша мастерская с мастером Андреем Андреевичем открыта по субботам, приглашаем на мастер-классы, можно будет пошить, повыпиливать, повыжигать, сделать сувениры. По воскресеньям у нас приходят студенты педагогического колледжа и тоже проводят мастер-классы для всех желающих. Благодарим вас за организацию таких интересных и познавательных лекториев и выставок, потому что очень важно действительно просвещать молодежь в сфере финансовой грамотности. Спасибо вам большое. Пожалуйста, приходите в библиотеку.
А теперь к новостям спорта. Сегодня в Емве стартует Кубок Республики Коми и соревнования по всестилевому карате. На татами выйдут спортсмены всех возрастов. Подробности узнаем у Николая Булгакова, руководителя Коми Республиканского регионального отделения Общероссийской общественной спортивной организации Федерация всестилевого карате России. Николай, добрый день. Здравствуйте. Скажите, впервые ли в Емве будут проходить такие соревнования вот именно такого масштаба? Данные соревнования у нас проводятся в таком формате с 2001 года. Они уже стали традиционными. В памяти Василия Островецкого, в котором участвуют представители и спортсмены с городов Республики Коми. Это Воркута традиционно, Ухта и Сыктывкар. Ну и Емва, естественно. В настоящее время, в прошлом году, наше Коми региональное отделение пополнилось еще 2 организациями, вошли в региональное отделение. И сейчас у нас выросло количество дисциплин, и мы первый раз в этом году проводим в формате 2 дней, потому что в один день мы не уложимся, участников много, и поэтому в таком формате 2 дня первый раз. А вот скажите, сколько человек выйдет на татами? Мы заговорили, Коль, про участников. На сегодняшний день подали заявки на участие 184 человека. Еще, я думаю, что порядка 40 еще сегодня будет дозаявка. Николай, активно ли в Емве развивается карате? Карате у нас развивается с 93-го года. Мы развиваем карате Кёкусинкай. С каждым годом у нас все больше участников, больше спортсменов. В спортивной школе города Емва создано отделение всестилевого карате, где я являюсь тренером. Также в физкультурно-спортивном комплексе есть тренер по всестилевому карате, дисциплина «Полный контакт», Ксенофонтов Геннадий Александрович. Вот развиваемся и привлекаем другие города нашей республики участвовать в региональном нашем отделении. Николай, желаю вам удачи в организации этих соревнований. Пусть они пройдут легко, а самое главное, продуктивно. Всего доброго. Да. Спасибо вам. До свидания. Прямо сейчас наша программа берет небольшой перерыв. Мы встретимся с вами вновь буквально через несколько мгновений. А пока не переключайтесь. Ура! Мы снова в эфире! Колесо хорошего настроения запустила программа «Студия-11». Прямо сейчас дадим еще несколько положительных импульсов. Чем порадуем во второй части инфозабега, расскажу в анонсе. «Огромный глаз». И это не название фильма ужасов, а экспонат Музея здоровья. Копилка медалей пополняется. Наши силачи показали себя на первенстве России по пауэрлифтингу. Мощь, величие и красота. Полярный Урал в объективе Юрия Будильникова. Поиграть в интерактивной комнате и узнать абсолютно все про свое тело и влияние на него вредных привычек. Это можно сделать в интерактивном музее занимательного здоровья. Больше всего посетителей влечет возможность испытать все на себе. Заглянуть в гигантский глаз, узнать возраст своего слуха, проверить скорость дыхания. Опробовать необычные активности на себе смогла и Евгения Кладкевич. Узнать, как работает организм, понять, что для тела хорошо, что плохо, и, наконец, поставить жирную точку в рассуждении о вредных привычках. В Музее занимательного здоровья уверены, такие темы лучше всего обсуждать в интерактивном формате. Так, рассказывая школьникам о пагубном влиянии курения, куратор демонстрирует макет челюсти уже зависимого человека. Желтые зубы, язвы на деснах и кариес. Картина пугающая, однако подход более чем эффективный. Своими глазами школьники видят, к чему приводит нездоровая привязанность. А вот о вреде алкоголя помогают рассказать медицинский спирт и куриная печень. Изначально им показываем 2 печени, и одну из этих печень заливаем спиртом, и в конце нашей экскурсии дети прям наглядно видят, что произошло с печенью и как алкоголь разрушил печень. Естественно, мы вот это проговариваем, они это видят глазами, для них это вот
самый большой эффект, когда это, потому что мы свою печень, как она разрушается алкоголем, мы не можем видеть, мы это видим только в медицинских учреждениях, на УЗИ, когда уже становится поздно. Новые знания можно закрепить с помощью гигантского планшета. На экране сначала появляется вопрос, а затем всплывают варианты ответа. В правильный дети бросают мяч. В этот раз с помощью высоких технологий маленькие первооткрыватели узнали больше о правильном питании. Самое время проверить, а что им известно о размере здоровой порции. На одном из приборов нарисована тарелка с рукой человека. Нажимая на кнопки с названиями продуктов, подсвечивается определенная часть кисти. Именно в таком количестве и нужно употреблять ту или иную пищу. Центр предлагает множество интерактивных программ, и, конечно, я не могла отказать себе в удовольствии часть из них попробовать, самые интересные, на мой взгляд. Так и взрослые дети могут, например, проверить скорость своего дыхания. Нужно набрать как можно больше кислорода в легкие и резко выдохнуть вот в этот небольшой вентилятор. 19, казалось бы, небольшое число, но оно все-таки входит в пределы нормы, с моими легкими все хорошо. А рядом с помощью этого устройства можно наконец понять, сколько же в вас силы. Нужно встать на эту платформу, хорошенько ухватиться за жирафа и потянуть. Сейчас мы нажмем кнопку «Вкл» для начала. Больше я не могу, примерно 35 килограмм – это максимальный вес, который я могу осилить. Ну что могу сказать? Практически богатырь. Идея проекта с множеством интерактивных площадок родилась у Анны Деминой в прошлом году. На тот момент в Эжвинском районе под ее руководством уже успешно работал музей здорового образа жизни. Чтобы расширить его границы, а также увеличить посещаемость, учреждения решили масштабировать. На средства федерального и регионального грантов улучшили концепцию работы центра, приобрели современное оборудование, игровые макеты и, что очень важно, переехали на новое место, ближе к центру города. Сегодня музей имеет прежде всего семейную направленность. Ведь именно семья, говорит Анна Демина, главное звено жизни, где рождаются полезные привычки и отвергаются вредные. Мы сделали несколько вариантов площадки, да, где можно оставить отзывы. Это и меловая доска, и интерактивные какие-то анкеты. И всегда всем очень нравится. Положительно не было еще отрицательного. Это очень радует, закаляет и заставляет нас развиваться и делать еще лучше и интереснее. Спектр интерактивных площадок расширяется, потому что мы адаптируем теперь каждую программу под разный возраст. И того уже насчитывается более 6-7 программ. Вкусное дополнение к познавательной экскурсии активным играм – фруктовый или молочный кислородный коктейль. Ну а после перекуса можно заглянуть в соляную пещеру. Комната с пользой не только для здоровья, но и для души. Соляная пещера больше нацелена на дыхательные системы организма. Соль действует таким образом, что она очищает дыхательные пути от различных бактерий, вирусов, пыли, всего негатива, что может оседать на слизистых. Пещера в том числе оказывает и положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Многие к нам приходят просто расслабиться, отдохнуть после рабочего дня, поспать. Как видят мир те, кто имеет проблемы со зрением, от чего зависит наша реакция, пульс стояния на гвоздях и многое-многое другое. В формате опыта взрослые дети могут получить здесь ответы на самые разные вопросы о своем здоровье. Двери музея открыты ежедневно, планируется, что скоро в них войдут еще и люди пожилого возраста. Специальная программа для пенсионеров уже находится в разработке. Мы ни на секунду не перестаем радоваться успехам наших ребят. На первенстве России по пару-лифтингу среди юниоров свою силушку богатырскую продемонстрировали Алексей Юрченко и Даниил Турьев. Из Тулы, а именно там проходили соревнования, оба парня вернулись с медалями. Сегодня они в нашей студии. Ребята, привет! Здравствуйте. Ну, во-первых, мы вас поздравляем с этой победой. Расскажите, где вы сейчас занимаетесь? Мы сейчас занимаемся в Дюшке, офшор 2. Там очень сильная школа. Наша школа хорошо конкурирует с другими школами с разных регионов нашей страны. Алексей, первый ли это ваше соревнование такого масштаба, да, в Туле, за пределами нашего региона? Нет, это не первые, это уже 4-я Россия. Угу. Самые первые соревнования у меня были в 8 классе, в конце апреля, получается, я выполнил первый юношеский резерв. И они очень мне сильно запомнились, это первые соревнования.
4-й уже Россия. Даниил, тяжело ли было принимать участие? Вот сложные были упражнения, на что нужно было делать акцент? Ну, в целом, упражнения-то они не сложные. Сложно побороть свой страх перед соревнованиями. Все-таки конкуренция была очень сильной. У меня в категории было 16 соперников. Из всей России, да? Со всей России, да. Самый сильный оказался Красноярский, Евгений Степанов зовут. А поборолся за 2-е место я с Александром. Фамилию только забыл. Пономарев его зовут. Пономарев, фамилию. И победили все равно, да? Я его победил, да. Конкуренция была сильная, да? Как долго вы готовились, вот, ребята, вы к этому соревнованию, к этому выступлению? Алексей, вопрос к вам. У меня, получается, была месяц подготовка. Я до этого с Яриком Ярославом Ефимовым ездил на первенство России по экипировочному троеборью в ноябрьске. И вот сейчас вот месяц был на подготовку в Тулу. Даниил, как вы долго готовились? Ну, получается, летом я занимался бодибилдингом, многоповторка, после чего вышли на веса, показал результат на республике, очень хороший. 10 килограмм до мастера спорта оставалось, 640 собрал. Потом была подготовка в Шексну на северо-запад. Это проходные соревнования, вот эти оба, перед вот этим важным стартом на России. Что чувствовали, когда победили? Вы же победили, ребят, с медалями пришли. Ну, наконец-то, так сказать, добился успеха на таком, так сказать, огромном, важном мероприятии для меня. Первая медаль вообще на России. Класс, да? Для меня. Тренер, я думаю, вами гордился, да? Да. В этот момент? Какие планы на будущее? Вот есть какие-то идеи дальше реализовываться в спорте? Ну, у меня в следующем году выполнить мастера спорта России, взять 1-е место на России по троеборью классическому. Даниил, вас? Ну, по возможности выступить на международных стартах. Ребята, с кем вот вы тренируетесь, с кем занимаетесь? Кто у вас тренер? У меня тренер Александр Николаевич Дерягин. Мы познакомились с ним 3 года назад. Хорошо сработались и показали вот сейчас очень хороший результат. Я добавил 100 килограмм в сумме троеборья в 1-й год. И еще где-то килограмм 40 или 50 еще за последующие 2 года работы с ним. Ну, короче, школа классная, да? Хорошая? Очень сильная, очень. Алексей? У меня тренер, получается, Екатерина Петровна Братусь. Мы тренируемся с сентября 2021 года. До этого я занимался в 1-3 школе. Ну, не профессионально, просто так, любительски, да. Один раз вот съездил в 2021 году на как раз первую Россию. Первый опыт был на российских соревнованиях. Очень волнительно. И вот сейчас вот уже 4-я Россия. Мы вас от всей души еще раз поздравляем, всей республикой. Желаем вам удачи, спортивных побед. Самое главное, конечно, здоровья. Спасибо, что пришли к нам в гости. Вам спасибо. Наш Урал поражает своей красотой, величием и могуществом. Горы притягивают туристов со всей России для того, чтобы горделиво показать им свою стать. Этими пейзажами не любоваться невозможно. И я желаю всем тем, кто еще не познакомился с нашим богатством, увидеть это вживую. Если такой возможности пока нет, проникнемся видами с помощью видеозарисовки Юрия Будильникова.
Если южные районы Коми уже почти освободились от снежного плена, северные до сих пор живут по зимнему режиму. Вот, например, в Воркуте уже завтра пройдет лыжный забег в рамках всероссийской акции «Гагаринская миля». О спортивном событии столицы мира нам расскажет Артем Песковский, председатель воркутинского отделения Российского союза молодежи. Артем, добрый день. Здравствуйте. Скажите, вот такое мероприятие, событие, да, проходит в первый раз? В Воркуте проходит это первый раз. Мы в прошлом году пытались это сделать, но погодные условия сказали нам нет. Снег растаял очень быстро, и мы не смогли провести его на лыжах, как хотели. Но в этом году у нас погодные условия благоприятные. Будет минус 16 градусов, то есть самое время встать на лыжи. Посвящена ли акция, Артем, вот минувшему празднику, Дню космонавтики, или вы параллельно просто решили провести? Да, это приурочено ко Дню космонавтики. Это проходит по всей России. И мы тоже заинтересованы провести это масштабное мероприятие. Класс. Какой километраж у трассы? Мы разделили на несколько групп для того, чтобы охватить всю Воркуту. Километраж будет 108 метров для детей, которым до 7 лет, и для взрослых 1080 метров. Артем, а сколько участников планируется? Планируется охват до 400 человек. Самый главный, наверное, вопрос, что ждет победителей? Мы сделали вымпелочки, очень красивые, мы их распечатали, сделали дизайн, для каждого свой. Ну и, конечно же, сертификат о том, что участник принял участие в Гагаринской миле. Артем, наша беседа подошла к концу. Спасибо, что вышли с нами на видеосвязь. Наш эфир подошел к концу. С вами была команда программы «Студия-11». Мы очень ценим, что вы с нами. Пусть ваш сегодняшний день будет полон приятных моментов, красивых апрельских видов и, конечно же, хорошего настроения. Меня зовут Андрей Кайбишев. Увидимся. Пока-пока.